участие в этом процессе, в процессе реформы милиции, это уже показывает то, что у нас все-таки есть пока что надежда на то, что данная программа, данная стратегия будет применена на практике, что эта реформа будет немножко хотя бы отличаться от других процессов, которые протекают в Таджикистане, других реформистских процессов. Однако мы очень надеемся, что действительно она даст свои плоды. С чего нужно начать? Но нужно начать прежде всего с отбора милиции, на мой взгляд. То, что если мы будем также обучать их в той же самой академии, по тем же самым старым правилам, набирать по тем же самым прежним правилам, мы никогда не добьемся ничего лучшего. Мы сегодня говорим о том, что реформа должна идти в полиции, однако реформа должна быть комплексной. Она рассчитана, да, на долгие годы, да, вплоть до 2020 года. И она, по сути, ставит под риск имидж не только самого Таджикистана, но и гражданского общества, в том числе и ОБСЕ, который финансирует этот процесс. Если провалится эта реформа в Таджикистане, она провалится уже, по сути, окажет негативное воздействие не только на имидж самого правительства, потому что это инициатива исходит с их стороны, но и имиджу гражданского общества, потому что мы принимаем здесь участие как представители гражданского общества, как представители общественных организаций, так и имиджа ОБСЕ, потому что они финансируют этот процесс. Получается, что в успехе этой реформы заинтересованы все стороны, которые так или иначе взаимодействуют сейчас в этом процессе. Что будет, конечно, к 2020 году, я не могу сказать, потому что в Таджикистане уже проводились множество других реформ, которые, по сути, провалились. И ни одна из них до конца не добилась своей конечной цели. Мы очень, правда, надеемся, что с участием мирового сообщества, с участием стран Европы, на которую эта реформа равняется, на полицию, которая равняется нашей милиции сегодня, это окажет благотворное влияние. Однако в данном процессе, опять-таки, повторюсь, должен быть комплексный подход. Мы, с одной стороны, да, должны немножко изменить правила как набора курсантов в академию, правил обучения, процесс обучения, так и дальнейшее взаимодействие полиции с обществом. Если не будет изменено все это в комплексе, также в том числе и какие-то экономические реформы, потому что любая реформа требует денег. Да, сегодня, например, ОБСЕ финансирует этот процесс, однако после 2020 года что тогда? Опять надеяться на гранты, а если грантов не будет, тогда получается реформа умрет. Потому что реформа такой процесс, когда она не останавливается никогда, она не должна никогда останавливаться, потому что идеальной ситуации никогда не будет. Все время нужно совершенствовать систему, которая строится. И если к 2020 году мы что-то построим на деньги ОБСЕ, да, правительства, гражданского общества, самого МВД, то после 2020 года нам будет необходимо надеяться только на свои силы, на государственный бюджет. Следовательно, нужно проводить наряду с реформой МВД реформу также и экономической сферой, чтобы экономика развивалась, чтобы у нас были дальнейшие средства для дальнейшей реформы. Только так можно добиться какого-либо успеха. А если все делать однобоко, только акцентировать внимание только на МВД, только на закон о полиции, только на общественные советы, мы ничего серьезного не добьемся. С одной стороны, якобы мы движемся в сторону реформы, якобы мы собираемся совершенствовать систему, мы стараемся, чтобы милиция была достойна уважения, но уважение нужно заслужить. Когда, с одной стороны, гражданское общество, с ОБСЕ, Министерство внутренних дел, правительство, сам президент выступают, говорят, что мы должны реформировать систему, улучшать ее, а рядовые милиционеры ведут себя с народом, как, извините меня, как пастухи с баранами, то тогда получается, где эти реформы? Реформы только на бумагах, только наверху? А почему непосредственно на той стадии, на той уровне, когда идет непосредственное взаимодействие общества, народа, населения с милицией, и этого не существует, это уже показатель того, что что-то в этом процессе идет не так. Следовательно, может быть, руководство МВД не имеет влияния на рядовых милиционеров, получается. Для того, чтобы реформа была успешной, нужно, чтобы она была на всех стадиях, на всех уровнях. Если она только на бумаге, только на верхнем уровне, а на, скажем, уровне взаимодействия с гражданами, взаимоотношения не меняются, отношение милиции к гражданам не меняется, то тогда никаких реформах речи быть не может.